Нефтяная отрасль – важный сегмент региональной экономики. Здесь должна быть максимальная отдача, но без серьезного ущерба для недр, отметил в начале встречи Махмуд Али Калиматов. По его словам, в тандеме с профильным холдингом «Ингушнефть» имеет серьезные перспективы для роста. В качестве обязательного условия работы нефтяников Махмуд Али Калиматов подчеркнул сохранение экологического баланса на территориях, где будут идти добыча нефти и разработка новых скважин. Дальнейшие перспективы и вопросы, они для нас очень важны. Для нас важно, конечно, и рабочие места. Для нас важно, чтобы люди получали заработную плату вовремя. Но не менее важная ситуация – это у нас экологическая составляющая. Нам надо, чтобы экологическая составляющая у нас природа нетронутая, она у нас чистая, она у нас добрая. И она дает нам жизнь здесь, да? Мы развиваем животноводство, да, сельское хозяйство. Оно у нас сейчас на уровень поднялось достаточно, с нулевой точки, можно сказать, мы резко за 2 года подняли ее там до 90. Еще у нас есть там люфт такой, диапазон 15-20%. Мы ее доведем до кормовой базы, насколько у нас хватит. Ну а это связано с экологией. Кроме того, у нас сегодня очень серьезно стоит вопрос по очистным сооружениям. У нас производство, целый завод, можно сказать, ставят у нас. И они приемлемы для частных домовладений, а также и для производства. Кроме того, глава субъекта предложил гендиректору Центр ГИКО Холдинг изучить возможности производства авиационного керосина для нужд международного аэропорта Магаз, а также взаимодействия и в других направлениях. У нас будет сентября-октября международный аэропорт. Нам уже постановление правительства председатель подписал. Сейчас идет его тестирование и техническое оснащение, таможенный пост, пограничный пост. Ну, то есть в полном смысле международный аэропорт. И мы расширяем сейчас у нас с апреля-марта, там уже у нас и другие города. Нам нужна служба ГСМ, нам надо, чтобы вы здесь, ближайший регион, в который мы авиационный керосин доставляем сюда, это Краснодар. Представьте себе затраты. И ближайшие аэропорты, они все международные. В свою очередь, гендиректор ООО «Центр ГИКО Холдинг» Николай Ершов отметил, что в целом итогами работы дочернего предприятия доволен. В компании есть перспективы. Начинаем в ближайшее время осуществлять ряд инвестиций по возрождению уже скважин, которые в течение длительного времени находились на консервации. Рассматриваем программы по бурению. Также доложили главе республики о решении социальных вопросов, о помощи, которую мы оказываем детским учреждениям республики, учебным заведениям и другим организациям. Эти все программы идут в согласовании с главой республики. Напомним, что ведущая нефтяная компания «Роснефть» продала свой пакет контрольных акций ООО «Центр ГИКО Холдинг». И в марте 2021 года общество стало новым собственником 51% акций «Ингушнефть». Зелимхан Калоев, Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров. Новости 24.